Спасибо коллективу, относится с пониманием. Иногда не можешь найти информацию в тех источниках, которые у тебя вот здесь в доступе, приходится обращаться к коллективу. А это опять 78 классных руководителей. И не может быть, чтобы все на 100% получилось классно. Не может быть. Работать в отпуск. Мне кажется, это суперсила всех учителей. Человек строит свою судьбу сам, не звезды. Да, я согласна. Вы такие классные, у вас так все организовано. Вы первая школа, которая на таком высоком уровне мероприятия провели. У нас не бывает так, чтобы вот полностью неделя была спокойно. Мы проводим уроки, мы занимаемся документами, у нас всегда движ, и это вот. И раза 3 в год хочется уволиться. Да даже в моменте ребенок на каком-нибудь мероприятии исполняет какую-то такую проникновенную песню, и я так замечаю, что у меня так это слезка сейчас потечет. И на суд я ходила молодой учительницей. Жесть. Так что опыт велик. Так что опыт велик. Я нормально смотрюсь? Да, нормально. В пижаме, в штанах, давай. Давайте будильник поставим. Зачем? Ну, типа 1 час, не больше. Всем большой привет, я Валентина Варламова, автор проекта «Из первых уст». Я безумно люблю общаться с людьми, изучать и узнавать частоты людей, которые добились успеха в своей профессиональной области. И это подкаст, где они делятся своим видением и тем самым улучшают мир. Сегодня у нас в гостях заместитель директора по воспитательной работе школы номер 31 города Якутска и просто очень хороший человек Людмила Александровна. Здравствуйте. Добрый день, Валентина. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Да, супер. Расскажите, каким был путь в профессию? Начнем с этого. Путь в профессию? Да. Он был как путь в гору. Да? Да. И начинался он действительно с дорожки, которая вела к возвышенности. Чучурмуран, вот та сторона. Я шла со своим учителем, со своей классной руководительницей, и мы разговаривали о том, кем я хочу стать. И уже тогда я в 7 или 8 классе сказала, что вот я хочу стать учительницей. Жесть, уже в 7? Ну, 7-8 класс. Ну да, 7 класс. Да. Ага. Учителем какого класса? Начальных классов. Начальных классов, окей. А каков профессиональный путь? Профессиональный путь мой достаточно длинный, идет 27-й год моего профессионального пути, и он начинался в 31-й школе, и он продолжается в 31-й школе, начиная с учителя начальных классов. Сейчас я заместитель директора. А сколько вы проработали просто на статусе учителя начальных классов? Полгода. Окей. 97-й год, полгода, и в 98-м году с января я стала педагогом-организатором дополнительно. Ага. Все, с тех пор моя жизнь не знает покоя. То есть сперва учитель начальных классов, Учитель, потом да. педагог-организатор и заместитель директора по воспитательной работе. верно. А вот смотрите, такой вопрос. Когда вы пришли сюда, а где вы учились? Якутское педагогическое училище сначала, потом пошла работать, и потом уже заочно пединститут наш заканчивала. А какая школа? Училась в 18-й школе. Города Якутска. Города Якутска, да. А Это почему? район поселка геологов, раньше его так называли, сейчас улица Билибина. Почему так? Ну, мы жили там, и, соответственно, во дворе у меня была школа, и все, я поэтому почему училась в ней. 31-я школа? Почему сюда пришли работать? Почему сюда? А здесь я проходила практику. Все просто. Все просто. Я была студенткой, я пришла проходить сначала наблюдательную, потом государственную практику. И мне сказали, вот будущий хороший учитель, мой наставник, который сейчас является моей подругой, Лена Ильинична Христофорова, она мой первый наставник. Лена Ильинична? Да, Лена Ильинична, Мы с привет. ней недавно пересеклись. Ну вот, она мой первый наставник, соответственно, она потом уже мне, конечно, тогда молодому специалисту она ничего не говорила. Потом уже впоследствии, когда я состоялась уже учителем, она мне говорила, вот я сидела, наблюдала за тобой, и говорила, вот это вот будущий хороший профессионал, учитель начальных классов. Ой, класс. Да, но это она уже потом созналась. Окей. А смотрите, вот когда вы пришли в 31-ю школу в статусе учителя начальных классов, и то, что вы сейчас имеете, это 2 разных мира? 31-я тогда, 31-я сейчас? Ну, 31-я тогда
И сейчас, конечно, она отличается, прошло 20 с лишним лет, конечно. Но какие-то традиции, заложенные тогда, когда я пришла, и они уже существовали, они продолжают немного трансформироваться, но оставаться с нами навсегда в 31-й школе. Поэтому я думаю, что... Ну и вообще школу меняют люди, какие люди в ней работают, какие дети в ней учатся, соответственно. И школа меняется вместе с этими людьми. Даже если вы обратили внимание, здание выросло в 2 раза, и в последние годы какие изменения произошли. А какая сейчас атмосфера в 31-й школе? Какая атмосфера? Человеческая атмосфера, окружение, здание. Что, какая атмосфера вас интересует? Ну вот в работе с вашими сотрудниками изменилось? Ну, учителя разные. Учителя разные, есть легкий на подъем, есть нужно убеждать, но тем не менее они сделают то, как бы, что достигнет определенной цели. Но чаще всего всегда есть отклик на те начинания, которые предлагаешь людям, поэтому это радует. Бывает сопротивление, но тем не менее тем интереснее мы же убеждаем, мы показываем, почему это лучше, и, соответственно, где-то медленнее, где-то быстрее у нас получается что-то поменять к лучшему. Смотрите, а вы в статусе заместителя директора уже который год? С 2013-го, 11 год. И скажите, пожалуйста, в чем вы видите главный секрет в столь долгом контракте, да? Так называется? Или в договоре? Ну, как такового контракта нет, и на должность заместителя директора тебя назначают, ты проходишь, в то время я проходила аттестацию в управлении образования, вот, ну, не знаю, наверное, в качественном исполнении мною моих должностных обязанностей, наверное, так, а как по-другому? Если бы я не выполняла качественно свои должностные обязанности, наверное, я бы не сидела здесь сейчас. И такое продолжительное время. Ну да. А вот смотрите, тогда, 11 лет назад, кто-то вас сподвигнул на это действие, либо вы сами решили? Нет, это, ну, я бы так сказала, я заняла место Любовь Степановны. Это кто? Это мой еще один наставник, которого я считаю одним из главных моих наставников, Любовь Степановна Геева. Она на протяжении существования 31-й школы всегда была заместителем директора по воспитательной работе, мастодонты, я так скажу, да, таких людей называют мастодонты, Любовь Степановна, Александра Алексеевна. Вот, они вместе как бы начинали, вместе работали всю жизнь. И я думаю, это ее рекомендация. А она меня взращивала с 1998 года. Я же у нее работала педагогом, организатором в отделе, соответственно. Поэтому я думаю, потихоньку, планомерно меня к этому готовили. А вы это в моменте чувствовали? Понимали? Нет. Как-то вот все... Все само с собой так, да? Да, развивалось. Окей, а вот скажите, вы никогда не хотели занять руководящую должность? Руководящую должность? Ну, я понимала, что в педагогической деятельности развитие карьеры может быть только такое. Учитель, там, я не знаю, вот в данном случае заместитель директора, директор. Но в той должности, в которой я сейчас работаю, мне комфортно, я могу реализовывать любые планы, которые мы ставим перед собой, поэтому в этой должности мне комфортно. И как бы дальше, если вы имеете в виду, хочу ли я стать директором, нет, директором я стать не хочу. Да, вот если вдруг запланируете, мало ли что изменится, зовите, я бы хотела под вашим руководством поработать. Смотрите, есть у меня такой определенный кейс, связан он с повышением. Более зрелые мои старшие друзья как-то рассказали одну историю из жизни. Вот. Сказали, что на определенном этапе их жизни, вот, достигнув каких-то определенных, получив определенные регалии, они хотели повышения. Но этого не случилось. Как вы думаете, с чем это связано и почему так происходит? Ну, наверное, чтобы повышение случилось, для этого надо приложить какие-то усилия. Возможно, чтобы тебя заметили, поучаствовать в каких-то проектах. Ну, если ты рвешься дальше на повышение, соответственно, выходить из зоны комфорта, потому что
где-то перешагивать сложности и трудности, наверное, показать себя в нестандартной для себя ситуации, ну, чтобы на тебя обратили внимание. Может быть, поэтому не случилось. Почему еще? Ну, может быть, человек сам упустил какую-то возможность и не знал этого, что он упустил эту возможность. Ну, не знаю. Или просто вышестоящие не увидели в нем какой-то потенциал, какого-то стержня, да? Ну, может быть. Ну, обстоятельства бывают разные, поэтому Ну, здесь вот мне сложно судить, потому что как бы я всеми возможностями своими, которые мне на пути возникают, я стараюсь воспользоваться по полной, как вы это говорится, программе. замечаете? Что замечаю? Эти возможности, вот они созревают, и надо ухватиться. Да, где-то я беру эту возможность, где-то я говорю спасибо за доверие, но нет. Да. Да, такое тоже бывало. Почему задаю вопрос на эту тему? Потому что он заставил задуматься о многом, и это стало для меня интересно. Вот. Расскажите вот по поводу кейса. Какой-нибудь интересный опыт с ребятами? Вы как заместитель директора все равно встречаетесь так или иначе так скажем, с проблемными семьями, ребятами. Вот самый интересный, такой сложный опыт, который у вас был? Ой, так сразу и не вспомнишь сложный опыт. А сейчас вы вспоминаете такие этапы с улыбкой на лице? Если в моменте тогда вам... В моменте когда-то было сложно, да, а сейчас, конечно, да, вот он добился там, допустим, того-то, стал... Мы думали, что он как бы уйдет. И был у нас ребенок, тогда еще с Любовью Степановной мы работали, я еще не была заместителем директора. Но периодически такое случается, мы воспитательное отдел, а сейчас это штаб воспитательной работы, и у нас, ну вот негласно появляются какие-то подопечные, которых мы ведем, потому что вот ему нужна была в какой-то момент помощь, у него трудная жизненная ситуация, или там, допустим, проблемы в семье, но эти проблемы, они не такого характера, что надо привлекать субъекты профилактики там извне школы, и можно справиться своими силами. И, ну и как раньше говорили, сын полка, да, сын отдела. Вот такое, да, было. И когда этот человек становится профессионалом, самодостаточной личностью, ты вот радуешься, что и твоя частичка здесь тоже есть. И твой вклад немного есть. Ну и, наверное, такой вклад мы выбрали педагогическую профессию в любом случае. Каждый из нас такой вклад делает в воспитание любой личности. Да, вспоминая наш опыт сотрудничества, для зрителей, кто не знал, я начинала свой профессиональный путь в 31-й школе. Когда на второй год мне оставили одного ребенка, я вообще как молодой специалист негодовала. Вот, но вы отдел социальной службы, да, так называется? Воспитательный отдел, социальная служба, да. Да, оказали большую поддержку. Это действительно мне на тот момент было необходимо. А давайте вспомним какой-нибудь интересный момент в сотрудничестве с родителями. Что приходит на ум? Что-то такое вот сложное, из которого вы как-то выбрались интересным путем. Вот стоп, у тебя два было, и сотрудничество, и сложная какая-то ситуация. Какая вот сотрудничество, оно же совместные с родителями проекты, они их достаточно много. Какие-то из них, они традиционные, и они у нас в школе реализуются. А вот сложности, имеешь в виду сложная семья? И да. Вот вы как заместитель директора именно по воспитательной работе, когда вот общаетесь с проблемными семьями, так можно сейчас говорить? Да, можно. Проблемных семей, к сожалению, в наше время все больше и больше. Да. И вот нельзя сказать, что мы полностью избавимся, наверное, от этой проблемы, потому что, к сожалению, наше общество таково. Сложный случай. Вот пока вы вспоминаете, именно на контрасте с такими семьями мы замечаем каких-то хороших людей. Вы не задумывались над этим? Потому что вот когда-то мне Ольга Юрьевна сказала одну вещь: если бы все деревья были бы одной высоты, ширины, было бы вообще неинтересно. Ну да. Вот. А людей одинаковых вообще нет, а характеров вообще. Сколько людей, столько и характеров. Да. Так, вот сложная семейная ситуация. Сложная семейная ситуация, например,
родители неблагополучные, но так, чтобы вот мы вытащили родителя из того его неблагополучия, в которое он сам себя, как говорится, привел, если иметь в виду семьи не пьющие и так далее, да, пьющие семьи, да, то здесь сложно. Школа не может решить эту проблему исключительно сама, без подключения субъектов профилактики. Ну и это только вот совместная работа так помогает решить. Да, такие случаи были, но, к сожалению, это все сложно. Если трудная жизненная ситуация, просто поддержать в нужную минуту, и как бы та семья, чувствуя поддержку, не только своих родных, если они есть, а семьи, то она выкарабкивается из того сложного периода, и потом они приходят и говорят, что вот как бы говорят о том, что спасибо, что поддержали, и вот сейчас у нас вот как бы все наладилось, и как бы продолжают уже помогать другим семьям. Вот это радостно. А так вот какой-то сложный случай, даже я не могу вспомнить. Я помню случай, на всю жизнь себе в опыте запомнила, что когда я начинала учить в начальных классах, мы же ходим по семьям, знакомимся. Потом, если у нас ученика нет 3 дня, мы же обязаны проверить, куда он делся, этот ученик. А тогда еще телефонов не было сотовых. Приходилось идти ножками. И молодая 19-летняя учительница пришла в общежитие, а там разгульные компании все вот выпивают. Ну, то есть как бы моя карьера, она началась вот с таких семей. Но потом девочка выучилась, получила образование, ну как бы вот это, да, это моя победа. Не знаю, мама, может быть, на какой-то период отдумалась, да, но тем не менее, такое было. Такое было. Так что и на суд я ходила молодой учительницей. Жесть. Так что опыт велик. Так что опыт велик. Так что опыт велик, да. Вот ваше спокойствие меня всегда подкупало в течение всего нашего сотрудничества. И я никогда не слышала, чтобы вы с кем-то общались на повышенных тонах, ну прям орали, кричали, вот никогда. И скажите, пожалуйста, как овладеть ситуацией и быть над своими животными инстинктами? Ну, к этому я тоже не сразу пришла. Да? Как всегда говорят, считайте до 10, иногда до 100. Да. Поэтому, ну, это приходит со временем. По молодости ты тоже вспыльчив и зажигаешься, как спичка. Потом жалеешь. И, конечно, я научилась на горьком своем опыте. Исключительно. На личном. На личном, исключительно. Поэтому учимся на своих ошибках, а не на чужих. Это вот мне знакомо. Поэтому постепенно, да, я научилась этому. И вообще я не склонна повышать голос на детей. Лучше вот как бы спокойно и строго можно поговорить, и все, человек поймет. А как можно повышать голос на человека, с которым ты работаешь, ну, я не понимаю. Это неэтично, как минимум. Ну, как минимум, неэтично, а потом, ну, и тот же старшеклассник, он же взрослый уже. Ну, обсудить можно, решить проблему. А мы из психологии же мы знаем, крик — это наша беспомощность. Да. И себя обрываешь иногда, когда хочется закричать. Сейчас я закричу, и это же моя беспомощность. Да, и это не про власть. Да. Вспомнила в моменте один случай, я что-то вот, кажется, сделала не так или что-то хотела сделать, вы на меня так посмотрели, я такая, так, ладненько. Взгляд тоже наработан годами. Да. А вот бывают моменты грусти, и как выйти из этой ситуации? Поделитесь своими лайфхаками, потому что я вот чувствительный человек, и для меня свойственно грустить. Я думаю, вам тоже. Вот как выбираться из такого вот состояния? Из момента, ну, заниматься чем-то, что тебя отвлекает, во-первых, переключиться. Ну, погрустить надо. Хочется поплакать, иди поплачь. Когда последний раз плакали? Когда последний раз, ну, какой-то фильм смотрела. Да? Да. Я, кстати, с годами становлюсь сентиментальной, смотрю какой-нибудь фильм. Да даже в моменте ребенок на каком-нибудь мероприятии исполняет какую-то такую проникновенную песню, и я так замечаю, что у меня так это слезка сейчас потечет. Ну, Да. я считаю, что не надо стесняться, ну, пускай дети видят, ну, это же естественная реакция. Ну, моменты грусти, ну, поплакал, но дальше идти надо.
Дальше надо идти, переключиться, сделать, наверное, заняться. У меня есть в кабинете цветы. Почему у меня есть в кабинете цветы? Они все цветут. Они стоят перед моими глазами. Они стояли у меня всегда для того, чтобы я на них отвлекалась. Если мне надо отвлечься от вот этой рабочей суеты или вот что-то подумать, я иду, поливаю цветочки свои, что-то там почищу. Мои смеются, Людмила Александровна с цветами разговаривает. Ну, это отвлечение на работе, по-другому никак. А давайте сейчас мы с вами вспомним какую-нибудь ситуацию из жизни. Бывали ли моменты, когда вас хотели уколоть, задеть? Вы это тонко чувствуете? И как обыграть эту ситуацию так, чтобы люди не получили ту энергию, которую они хотят получить? Не знаю, не вступать в полемику. Ну, у меня, к сожалению, такие ситуации тоже были, так что... Да. А как вы выкручивались, выходили из этих ситуаций? Нет, где-то я не уходила, а прямо оказывалась в этих ситуациях. Ну что, опять-таки, это же переживание, это вот несколько дней вхождения в обычное русло, ну а что делать? И такой опыт надо было пережить. А сейчас просто я стараюсь не допускать таких ситуаций. Да, то есть есть какие-то базовые уже слова, словосочетания, которые дают понять человеку, что ты не на того человека напал? Да, есть. Какие я делитесь? прям нет, я тебе не скажу прямо вот что вот какие-то заученные фразы, но мы же всю жизнь развиваемся. Я вот стараюсь находить вот, мне интересна конфликтология, как разговаривать. У нас же и родители, и ученики, и очень часто вот случаются различные нестандартные ситуации, что им говорить, как с ними разговаривать. И я заметила, что я пытаюсь человека повернуть так, чтобы он сам проанализировал ту ситуацию, в которую попал. Возможно, это с годами накопленный опять-таки опыт, но я вот стараюсь сделать так. А какие-то вот прямо тебе словаря таких фраз, Валентина, у меня пока нет. Окей. Когда появится, тебе первый вручу. Ура! А когда вот человек заходит к вам в кабинет, вы сразу чувствуете, с каким посылом пришел, что тебя... Чаще всего да. Да? Чаще всего да. Чаще всего. Ну, если это встреча незапланированная и внезапная, ну, по человеку, в принципе, видно. Окей. Некоторые дальше двери не заходят, а некоторые прямо и сразу перед тобой плюх. Да. Уже понятно, что люди хотят. Не будем пальцем показывать, да? Вот. А еще смотрите, бывают такие ситуации, когда вот вам немножко страшно, вам свойственно это вообще? Конечно, я же человек. Да? Я же человек. Вот вы немножко опасаетесь, немножко вам тревожно, вот планируется встреча с определенным человеком, и вы немножко чувствуете Я дискомфорт. могу быть дискомфорт чувствовать и быть тревожной, если я в чем-то не уверена, вот в этой встрече, что я о чем-то буду говорить, в чем я не уверена. Тогда я могу испытывать дискомфорт. Мне надо быть готовой на все 100 к той встрече, на которую я иду, например. Окей. Ну, хотя бы вот просто обзорно посмотреть, допустим, тему, на которую мы будем говорить, или, допустим, проект защищаю, должна я владеть этим проектом, не должна читать с листа, допустим, да? Но я должна знать эту информацию. То есть волнение равно неподготовленность, получается? Да, скорее всего так. Да? Ну, я тоже так думаю. Вот. Потому что, все, а с чего волноваться-то уже? Собственно. Да. Вот, хорошо. А скажите, кем вы видите себя через 5 лет? Как человек, как профессионал? Интересно. Как человек, как человек? Ну, я мама. Через 5 лет старшая уже закончит высшее и магистратуру и должна состояться в профессии, поэтому я вижу себя мамой успешного дизайнера по костюмам и аксессуарам. Она учится в Москве. Ну, видишь, в первую очередь я мама. Младшая у меня закончит школу и должна будет поступить, поэтому сейчас она в 9-й переходит, тогда уже должна быть студенткой. Да.
Поэтому, видишь, так и должна быть мама с одной личности, которая уже состоялась и получила образование, а вторая должна быть студенткой. Вот. А в профессии, в профессии, я надеюсь, мы будем успешно развивать то направление, которое развиваем сейчас, потому что в образовании вообще, в принципе, все не стоит на месте. Каждый год у нас воспитание вообще семимильными шагами сейчас развивается, меняется и дополняются различные направления и так далее. Поэтому только учиться и развивать те новые проекты, которые нам успевают придумать и которые мы придумываем для себя сами. Часто придумываете? Да. И вот сразу скажу. Да, что ты хотела сказать? 31-е синоним движ. У нас всегда движ. У нас не бывает так, чтобы вот полностью неделя была спокойно. Мы проводим уроки, мы занимаемся документами, у нас всегда движ. Это вот. И раза 3 в год хочется уволиться. Потому что что-то кстати, устал. Да. Это, наверное, в октябре, когда ты понимаешь, осознаешь, или в периоды, да, когда это хочется уволиться, да. Или в декабре еще, и весной. Авитаминоз начинается у всех. Пора. А, кстати, были моменты у вас в жизни, когда вы писали заявление об увольнении? Нет. Ну, то есть мысли 3 раза в год стабильно. Мысли, да, а заявления нет. Да. Я же однажды написала, и Валентина Юрьевна пригласила к себе, и очень хорошо мы с ней побеседовали. Это очень важно. Кстати, когда руководитель со своими сотрудниками общается. В процессе, возможно, он может не замечать каких-то точечных моментов, и это нормально, потому что руководитель мыслит масштабно, но очень важно общаться со своими сотрудниками. Вернемся к тому, что вы сказали о том, что вы в первую очередь мама, а потом уже... Учитель, заместитель директора. А жена где? Ну, мама, семья, естественно, жена. Мама и жена – это равно семья. Окей. Вместе. Баланс есть у вас? Ну, то есть вы не потеряли какой-то такой вот момент в жизни ваших детей, о котором вы сейчас сожалеете? Или нет. Нет, да, все окей. Я сидела достаточно долго с детьми, старшие 2,5 года в декрете. Я не мама, которая в 1,5 года выскакивает на работу. Нет, я сидела с детьми и с той, и со второй достаточно, чтобы развить все то, что закладывается до 5 лет. Точно. Поэтому нет, не считаю, что что-то упущено. Ну, также ваши девочки учились здесь. Ну да, но это не значит, что я их видела больше, чем остальные мамы видят своих детей. Да? Да. Почему я задаю такой вопрос и почему мне интересно, как вы находите баланс? Потому что, по моим наблюдениям, вы с утра до вечера были всегда в школе. Ну, то есть потом возвращаться это спасибо моему супругу. Да? Ой, класс. Поэтому... Если когда были дети маленькие, то я могла встать в 5 утра и приготовить обед, потому что я знаю, что им надо пообедать там перед школой и так далее. Ну, там, на все дни приготовить еды на все дни, чтобы потом никто не остался голодным заранее, зная, что я буду занята. То сейчас это может сделать муж. Ой, класс. Когда я сильно занята, и дети уже взрослые, нет такого вот, что надо, там, кашки, что-то такое. Все, варить. я посылаю мысли в космос. Поэтому я могу прийти домой, и меня накормят. Ой, класс. Огонь. Мужу передаем привет. Да, у него тоже педагогическое образование, так что он понимает, что это такое. Мы познакомились в 31-й школе, поэтому... Он учитель, что ли? Он по образованию учитель физкультуры. А в какой школе работает? Он не работает в школе сейчас. Мне кажется, когда 2 учителя под одной крышей. Он же не работающий учитель. Он работал, мы познакомились, он работал, мы поженились и приняли решение, что кому-то в школе кто-то из школы уходит. А почему так решили? Ну, семью же надо обеспечивать, да. Ну, то есть это про вас, что в семье должен приносить... Нет, не про нас. Не про вас. У нас вместе. У вас вместе. У нас все вместе. Класс. Котлеты жарим вместе, стираем вместе, полы моем вместе.
Ой, супер, класс. Так, записываем. Себе, да? Да. Аффирмация такая. Вот. А скажите, какой вам давали однажды совет, который вы запомнили на всю жизнь? Совет. Ну вот та же Любовь Степановна Агеева, мой наставник, она всегда говорила: Люда, если что-то делать, то качественно, и если касаться вот профессиональной деятельности, и анализ этой деятельности, он должен быть обязательно. Если ты не проанализируешь ту или иную деятельность, мероприятие, проект, не поймешь, что хорошо, что плохо, ну и как бы пойдешь дальше, результата на улучшение не будет. То есть вот этот совет я запомнила на всю жизнь. Любое дело нужно хорошо планировать, хорошо проводить, анализировать и как бы в будущем учитывать вот то, что не получилось, чтобы стало лучше. И она всегда говорит, не может быть, чтобы все на 100% получилось классно. Не может быть. Что-то было не идеально. И я всегда говорю, все равно что-то вот требует доработки. И у вас всегда так? Всегда так. То есть после каких-то больших мероприятий, даже маленьких, вы собираете команду? Ну, вот как вы говорите, движ у нас всегда, да, не всегда получается сесть и обстоятельно обсудить, но вот точечно с ключевыми, да? Да, с ключевыми какими-то точками, да, мы обсуждаем. Или, спасибо, виртуально у нас теперь есть и Сферум, раньше это был WhatsApp, ну, как бы у меня есть такая небольшая традиция, я когда заканчивается какое-то большое мероприятие, вот либо я собираю, и мы все обсуждаем, либо я пишу. У нас есть общий чат, и я пишу, что вот тот-то, тот-то вот так-то отличился, вот так-то, 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 выскажитесь, коллеги. То есть вот такой анализ тоже теперь имеет место быть. Но он всегда есть. Вот. А скажите, насколько важно быть благодарным своим сотрудникам и показывать благодарность публично? Ну, я думаю, любой человек, для него важна похвала. Будь ты ребенок, будь ты взрослый, да тебе просто сказали: круто, здорово, молодец. Ты внутри, там уже твой внутренний творческий, да, либо ребенок, либо твоя творческая личность уже: здорово, меня похвалили. И это же мне тоже приятно. Да. Тоже вот недавно мы провели в первый раз вручение аттестата в Театре оперы и балета. Почему говорю в первый раз? Потому что на такой площадке мы провели в первый раз. И от Театра оперы и балета помощник режиссера сидела, соединяла нас со всеми службами, звук, свет и так далее. Она говорит: вы такие классные, у вас так все организовано, вы первая школа, которая на таком высоком уровне мероприятия провели. Это так. Это была вот как вот мой внутренний творческий ребенок был очень рад. Здорово. И даже это момент хвастовства, так Да. скажем. А публично хвалить своих сотрудников и отмечать их? Ну да. Тоже Я важно. всегда стараюсь, если мы проводим какое-то мероприятие, а мы часто проводим городские, республиканские, я всегда стараюсь, чтобы мои сотрудники, мы же знаем, что нам аттестацию проходить, получили благодарственное письмо или распространение опыта, и это же все как бы публично вручается и публично благодарится человек, поэтому я считаю, что это правильно, почему нет? Окей. Топ-3 современных книг по вашей версии? Современных книг? Да. Хотя на фоне Выгодского мы сидим. Да. Да. Я записываю. Нет, я в свое время очень, как говорили раньше, запойно читала, даже была лучшим читателем юношеской библиотеки, но с годами все меньше времени читать, и поэтому, соответственно, ты либо читаешь летом в отпуске, в коем я сейчас нахожусь, но еще пока не нахожусь. Тогда фильмы? Нет, вот меня радует, что у меня девочки читают, и сейчас, и вот я стала обращать внимание на то, что они читают, и с их подачи уже, девочки это мои дочки, я посмотрела сериал «Н» с двумя «Н». Это что? «Н» из дома зеленых, правильно как называется, по мотивам книги. Ага. Очень про взрослей. «Н» из «Зеленых крыш».
По-моему, так называется книга. И вот по ее мотивам был сериал, и как раз у меня начался отпуск, и я просто проглотила его, 3 сезона посмотрела. Мне очень, вообще, как девочка-подросток растет, развивается, это интересно. Говорю, девочки, такой классный сериал я посмотрела, давайте Мама, мы уже посмотрели. Ты где была? Ты где, говорит, была, мама, мы же уже, говорит, посмотрели. Я говорю, а так меня гордость и предубеждение, унесенный ветром, у меня стояли всегда на полке «Грозовой перевал», до сих пор стоят. Мне, унесенные — это база. Да, они у меня всегда стояли на полке, а теперь стоят на полке у старшей дочери. Так что... А так, чтобы вот я перечитывала классику, нет, я не перечитываю классику. Я не перечитываю классику, но я в свое время в школе, в 8 классов же у меня, потом я поступала, «Преступление и наказание» я прочитала, «Преступление и наказание» и «Война и мир» я прочитала единственное полностью, от корки до корки. «Война и мир», ты представляешь, что это такое? Да. Написала сочинение, которое потом зачитывали перед всем классом. То есть вот это вот такой вот опыт. Да, но я читала классику, я ее всю как бы перечитала, но сейчас у меня нет пока желания ее перечитывать. Может быть, со временем. У нас есть библиотека большая, да. И я всегда говорю, домашняя, я всегда говорю, что библиотека должна быть в любой семье. И меня удивляют родители, семьи, у которых в детской комнате нет на полочке книг детских. Вот. Это меня очень удивляет, поэтому я всегда пропагандирую и говорю, что книги надо читать. И мы вот с детьми устраиваем дни книгодарения друг другу, и что отрадно они приносят мне книги. Вот, мой последний выпуск, кстати, вот «Гордость и предубеждение» один ученик мне подарил, а одна девочка мне подарила психологическую книгу, что-то про... Но я до сих пор ее не осилила. Да. Я читаю ее, она на самом деле небольшая по объему, но она сложная для восприятия. И я, как же даже не могу тебе сейчас сказать, мне первое, что оттолкнуло, это черная обложка. Я же визуально тоже очень люблю воспринимать. Меня сначала оттолкнуло, я положила ее на полочку, думаю, мне же ученик подарил, надо прочитать. Но я до сих пор до конца не прочитала. Вот вы не задавались вопросом, почему эта книга? Сложно, она рассуждает о жизни, вот что тебе, какое у тебя предназначение, чуть ли не карма, и вот это для меня все сложно. Да? А верите в карму, кстати? Нет. Да? А верите вот в эти вот звезды, в гороскопы? Нет. Нет, да? Вы более приземленный человек. Раньше, когда все увлекались, да, конечно, поддались, да? Поддалась немного, но по молодости. А так нет. Да? Нет. А вот в эти камни, то, что вот ты должна носить украшения данного материала, вот, чтобы привлечь удачу в свою жизнь. Ну, может быть, я прочитаю, так приму к сведению, а если мне не понравится, то я не буду носить. Ну, то есть... А если совпало, что он красивый и мне нравится, то, может, да. Но я больше выберу то, что мне нравится. То есть вы придерживаетесь чего больше? Визуально оно мне должно быть приятно и должно нравиться. Ну, то есть того, что человек сам решает? Да. И это не зависит от каких-либо звезд? Прогнозов и прочего, нет. Все, класс. Конечно, человек строит свою судьбу сам, не звезды. Да, я согласна. Опишите свой идеальный день. Идеальный день? Да. Рабочий. Вот, я хотела сказать, рабочий или отпускной? Да. Рабочий, давайте. И идеальный рабочий день. Если я не преподаю с первой смены, то я прихожу на работу к 9, 9:30, иногда к 10 позволяю себе прийти. Потому что я люблю не спеша позавтракать. Это время, которое мне нельзя отнимать. Ну, потому что у меня нет такого обеда, и мы, соответственно, на работе без отрыва от производства. Хорошо, если мы не на рабочие темы разговариваем во время обеда. И хорошо, что у меня сейчас есть условия для этого, да. Поэтому завтрак у меня не должен быть отнят. А дальше у меня уже все, чаще всего у меня расписано все. Какие-то встречи, планирование, должна подготовиться к урокам. Я всегда смотрела, раньше ты выкладывала, готова к урокам на всю неделю.
Я говорю, боже, я не могу так. Только в пандемию я была так готова к урокам, потому что там надо было заранее записывать. Я могу, ну, максимум накануне приготовиться, а чаще всего это с утра я готовлюсь. У меня есть по 2 часа в день после обеда. Вот. Готовлюсь к урокам и, соответственно, дальше все по расписанию уроки. Опять-таки, если какие-то встречи, либо работа с документами, либо чаще всего это бывают разные скоротечно, быстро предоставьте отчет. Вы не доположь. Вы не доположь туда, туда и туда. А мы понимаем объем нашей школы, и в нашей школе это быстро не сделаешь, потому что 78 классов комплектов, и надо эту информацию собрать. Вот. Ну, спасибо коллективу, относится с пониманием. Иногда не можешь найти информацию в тех источниках, которые у тебя вот здесь в доступе, приходится обращаться к коллективу. А это опять 78 классных руководителей. А тем самым у них же свои уроки, да? Ну, то есть как бы надо... И часто бывают такие срочные задачи, которые нужно решить, и которые твой идеальный рабочий день разбивают в пух и прах. Потому что иногда на срочную задачу уходит пол рабочего дня. Это вот меня... больше всего расстраивает в моем идеально построенном рабочем дне. Конечно, в идеале в 6 часов надо уйти домой. Но бывает? Но бывает редко. Бывает редко. А в жизни было такое, что вот, я дома, и день прошел идеально? Да, наверное, бывает. Просто я так себе вот так, как ты сейчас сказала, не говорю никогда. Я дома. Нет, чаще всего мне мои говорят, 6 часов у мамы дома. И круто, потому что мы поужинаем все вместе. Но у нас вообще-то мы всегда ужинаем все вместе. И чаще всего они меня ждут. Если только я их звоню, говорю, я сегодня поздно, ешьте, кушайте без меня, тогда кушают без меня. А так мы встречаемся все за ужином обязательно. Это такая вот традиция. Да. Важно. Да, конечно, надо друг друга увидеть, друг друга послушать. Что вы цените в людях? В людях я ценю честность, где-то, возможно, взаимопонимание. Что? Ну да, наверное, самое главное — честность, искренность. Честность в каком проявлении? Вот сказать. Ну, если тебе не нравится то, что ты делаешь, ты скажи мне, вот я не хочу выполнять эту задачу, потому что... Можно такое говорить? Ну, я не буду кричать же. Я скажу, ты знаешь, надо. Заявление там вот. Нет, есть такое слово «надо». Ну, просто мои сотрудники мне такое не говорят. Вот, поэтому, видимо, я такая смелая и задаю такой вопрос. Нет, честно выполняй свое дело. Честно говори, если какие-то недопонимания возникли, скажи сразу, не надо там вот что-то себе надумывать, накручивать себя. Тебе же самому плохо от этого. Приди честно, поговори. Ну, то есть честность не в том, что говорить всегда вот правду, а честность в поступках, в реализации тех планов, которые ты перед собой поставил. В принципе, честность — это большое же слово такое, понятие. Поэтому не то, что вот говори себе правду, только правду. Что-то ты сегодня не очень выглядишь. Да. Так что это, чуткость никто не отменял. Да. Окей. Чего вам не хватает для полного счастья прямо сейчас? Прямо сейчас? Да. Я люблю очень горы, поэтому прямо сейчас я бы с удовольствием оказалась бы где-нибудь в горах, у водоема, может быть, горного озера. Это вообще была прелесть. Да. Да, шезлонг и тишина. Ну, то есть это самый лучший вид отдыха для вас? Ну да, нет, еще есть стадия, когда можно просто поваляться, ничего не делать. Это тоже есть. Я это же нормально? Обычный человек. Я же обычный человек. Когда нет возможности уехать в горы, достаточно просто поваляться. Смотрите, у меня было такое, когда вот я лежу, валяюсь, но и залипаю в интернете. И я думала, что так делают, не совсем те люди, которые хотят развиваться. Я валяться не подразумеваю сидеть в интернете. Да. Я могу смотреть хорошее кино, вот, читать книгу,
там что-то грызть по пути, да? То есть менее быть продуктивным – это нормально? Да. Окей. Это классно. Ой, Надо хорошо. разгружаться же надо. Хорошо, хорошо. Чего никогда не стоит бояться? Вот как человек и как профессионал. Никогда не стоит бояться открыть какую-то вот неизвестную дверь, и там тебя что-то ждет, ты не знаешь. Не откроешь, не узнаешь. Поэтому открывай смело. Ну, ты же можешь ее закрыть обратно и отступить. Поэтому, наверное, так. Да. Что такое любовь для вас? Любовь. Любовь – это семья. Любовь – это когда тебя слушают, слышат, понимают. Наверное, так. Окей. А что бы вы сказали маленькой Людмиле? Маленькой Людмиле? Да. Ничего не бойся, иди вперед к своим целям. Ты делаешь все правильно. Я подготовила 15 вопросов, на которые нужно дать максимально быстрый и односложный ответ. Окей? Готовы? Тихо. Так, сейчас надо увеличить. Ладно, хорошо. Давай. Поехали. Кем вы мечтали быть в более юные годы? Балериной. Окей. Засыпая и просыпаясь, что тревожит вас больше всего? Иногда не отпускают дела. Чаще. Что вдохновляет вас по-особенному? Вдохновляет успех в деле, наверное, в любом. От какой привычки хотели бы избавиться? Ой-ой-ой. Задерживаться на работе. Думаю, вас ваши домочадцы поддержат. Какое качество цените в людях? Трудолюбие. Какое качество не приемлете в людях? Ленность. Окей. Часто идете к желаемому даже вопреки своему страху? В последние годы нет. Кстати, давайте поразмышляем. К желаемому. Хотя, может быть, я немного сдвигаю как бы сроки, но все равно двигаюсь. Но нет такого рвения, как раньше, что вот вынь да положь, вот в эти сроки должна это реализовать. Да. Долгосрочная перспектива, может быть. А вы согласны с тем, что молодые люди более безбашеннее, нежели чем наше старшее поколение, поэтому они больше там рвутся, больше что-то открывают для себя, и их удобно использовать в качестве каких-то определенных инструментов для реализации масштабных каких-то проектов? Не согласна. Нет? Окей. Идем далее. Так, на что посвятили бы свою жизнь, если бы не финансовые нужды? Потому что нам каждый день нужно питаться, а для этого нужны деньги. На что бы посвятила? Путешествие. Я бы путешествовала ежегодно, а не раз в 2 года, когда дают поездку. Хорошо. Что вас радует в течение дня больше всего? Давайте возьмем, когда вы в отпуске и когда в работе. В отпуске это путешествие куда-либо с близкими, а в работе, что меня больше радует, сложно, в зависимости от того, вот от той ситуации, которая случается. Ну вот завершение какого-то дела, да даже мелкого, допустим. Я успешно провела урок, допустим, и получила тот итог, который я вот хотела и запланировала. Это вот начиная от мелкого. Окей. Скажите, пожалуйста, вы сильно расстроились, когда узнали, что я ухожу из 31-й школы? Я подумала, ну вот, молодой специалист решил ведь пойти дальше развиваться, почему бы и нет? Для вас сейчас все двери открыты, так что вперед из песни. Я, может быть, позавидовала, наверное. Окей, хорошо. Каким профессиональным достижением вы сегодня больше всего гордитесь? Профессиональным достижением? Даже не знаю сейчас навскидку сказать, как.
Наверное, реализация традиционных проектов в нашей школе, что мы сохранили традиции 31-й школы, и вместе с тем развиваемся в том направлении, которое нам предлагает государство, и те направления, которые мы выбрали, и где-то мы успешны. И вот в последние годы, когда вот я езжу сейчас на различные форумы, участвую в различных смотрах и так далее, понимаем, что мы реализуем все правильно и движемся туда, куда надо. И вот я узнала не так давно, что вы стали площадкой чего-кого продолжите? Какой именно? Инновационной площадкой? Инновационной площадкой. Да, инновационной площадкой, да, получили статус инновационной площадки федеральной. Все, супер. Поздравляю. Впереди много интересной работы. Хорошо. А в чем женщины сильнее мужчин? Да даже не скажу. Женщины. Не знаю. Сложно сказать. Да. Ну, со мной рядом мужчина, который я никак не могу сказать, что я в чем-то сильнее него. Поэтому мне не с чем сравнить. Окей, хорошо. Ваш самый большой страх, связанный с работой? Самый большой страх. Ты всегда переживаешь за учеников, за детей, и вот если что-то реализуется, вот что-то, если пойдет не так, и вот и будет некомфортно, возможно, ребенку в той или иной ситуации, вот в процессе реализации какого-то дела. Потому что ты пытаешься создать условия, чтобы ребенок реализовался, чтобы ему было комфортно. Это же мы же проговорим про работу сейчас. Да. Вот сейчас, например, я тоже сижу и переживаю. У меня дети уезжают в Казань на всероссийский финал. И вот как у них там все сложится. И пока они там будут в Казани, я буду сидеть и переживать. И разница, да? Да. У нас 6 часов. И разница 6 часов, и условия там, и проживание, и вылеты, и все это сопряжено с разными сложностями, поэтому, видишь... Сан Саныч летит? Летят, а оба тренера, Анюта Александровна, Александр Александрович, да. Команды все сформированы. А в чем ваша суперсила, как вы думаете? Моя суперсила? Работать в отпуск. Мне кажется, это суперсила всех учителей. Да? Ну да. Вот есть ли что-то, о чем вы мечтаете? Можно глобально или какие-то бытовые, как вам комфортно? О чем я мечтаю? Да. Я мечтаю, чтобы мои близкие всегда были здоровы, все у них было хорошо. Соответственно, и у меня тогда будет все хорошо. Да. Это же самое главное. Да. Пусть все ваши мечты сбудутся, и все складывается наилучшим образом. Людмила Александровна, спасибо большое за участие. Спасибо большое за то, что у нас складываются именно такие взаимоотношения, потому что на старте у нас было так вот ярко. Поэтому я очень ценю то, что у нас сегодня, то, что мы сегодня имеем. И на самом деле вы очень сильно повлияли на меня. Мы не сильно часто с вами контактировали. Когда успела, хотела сказать. Да. И вот втихаря, вот сидя на скамеечке, я наблюдала за вами и впитывала то, что хотела прокачать именно в себе. Вот для меня стало показательным моментом, когда увидела, что вы не тот человек, не тот руководитель, который повышает тон на своих сотрудников, на школьников и так далее. Для меня это было вау и очень круто. Я стараюсь это в себе прокачивать. Вроде я... Получается? Ну, я же не руководитель. Вот, да. Вот, поэтому есть что сказать нашим зрителям? Не знаю, ничего не бойтесь.
следуйте своей мечте, и у вас все получится. Вот Валентина у нас экспериментирует, и у нее получается все. Да. Так что есть пример. Да, спасибо большое. Уважаемые зрители, благодарим вас за просмотр. Надеюсь, мы сегодня были максимально полезны. И обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки, комментарии. И до новых встреч. Пока. Сколько? Я тогда показывала 1 час, Да. 2 минуты. Сколько? Через 2 минуты зазвенит будильник.